было задействовано 6 механизированных и 2 танковых батальона. Активными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации и огнем артиллерии в районах населенных пунктов Kementerian Pertahanan Rusia merilis laporan tentang operasi militer pada Senin 5 Juni 2023. Rusia mengklaim militer Rusia gagal melakukan serangan besar-besaran ke arah Donetsk Selatan. Di pihak Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan 6 batalion mekanis dan 2 batalion tank terlibat. Selain itu, tindakan aktif unit pengelompokan pasukan Rusia, serangan udara dan tembakan artileri di wilayah pemukiman Neskutnoye, Republik Rakyat Donetsk dan Novodarovka di wilayah Zaporizhia menimbulkan kerugian bagi pasukan Ukraina yang signifikan. Hingga 300 personel militer Ukraina, 16 tank, 26 kendaraan tempur lapis baja dan 14 kendaraan dihancurkan. Pasukan Ukraina tidak mencapai tujuan mereka, klaim militer Rusia. Namun Rusia juga tidak memungkiri bahwa Kiev melanjutkan upayanya untuk melakukan aksi teroris terhadap penduduk sipil di wilayah perbatasan Rusia. Территорию Белгородской области в районе населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Около 13 часов по московскому времени под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, 2 лодки и 1 бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено 5 украинских минометных взводов и уничтожены боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства, наносившие удары по российской территории. На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии западной группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Синьковка, Котлеровка и Крахмальная Харьковской области. В районах населенных пунктов Новоселовская Луганской Народной Республики, Молчалово, Ольшана, Берестовое и Орлянка Харьковской области пресечены действия 5 украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 90 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки «Краб» польского производства, а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 60-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерия группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невская Луганской Народной Республики, Ямполовка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики ликвидирована украинская разведывательно-диверсионная группа. В течение суток уничтожено более 65 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица МСТА-Б и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Нона-С». На Донецком направлении активные боевые действия велись отрядом специального назначения «Ахмат» в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии южной группировки войск нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Бердычи, Химик, Первомайская и Курахово Донецкой Народной Республики. Всего в ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 425 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка производства ФРГ, гаубица МСТА-Б и Д-30. Также в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожены 2 склада боеприпасов 24-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в результате огневого поражения российской артиллерии за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Никольской Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. Оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Закотное Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено 8 реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймерс» и «Ураган». Кроме того, уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шевченково, Ольшана Харьковской области, Золотаревка, Кременная Луганской Народной Республики, Владимировка, Кирилловка, Старомлыновка Донецкой Народной Республики и Забарины Херсонской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 433 самолета, 236 вертолетов, 4486 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9431 танк и другие боевые бронированные машины, 1114 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5009 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10688 единиц специальной военной автомобильной техники. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.